Десант абхазов-мухаджиров и восстание 1877 года. 29 апреля 1877 года, используя период войны русской армии с Турцией, в Абхазии высадился десант, состоящий из абхазов-мухаджиров, мечтающих вернуться на родину и с полной решимостью сложить голову за ее свободу. К тому моменту, среди абхазов, возмущенных агрессивной политикой царского самодержавия, назрело недовольство. В народе, вместе с религиозной литературой, распространялись призывы к газавату, казаут. Например, такие бумаги были найдены в 1872 года при обыске у Мулс Анухва Хусейна Смыр, Якуба Сахария и Османа Малия, а также у гагрибского князя Айдербея Цанба. Вследствие этого, морской десант абхазских мухаджиров был с ожиданием встречен многими абхазами. Отряды абхазских мухаджиров, в числе руководителей которых были Озбак и Камлат Маан, гагрибский князь Айдербей Цанба, отчаянный Абрек Озбек Маршан и Рашид Гечба, при поддержке турецких кораблей, в 1877 году с боями взяли Сухум, а царские войска поспешно ретировались в Менгрелию. В материалах для описания русско-турецкой войны 1877-1878 года приводятся факты, когда густые толпы абхазского ополчения пытались перейти на другой берег Галицга, но всякий раз были отбиваемы огнем наших цепей. Особенным упорством отличались атаки весьма значительной массы толпившихся вокруг Зеленого Знамени. Большая часть восставших абхазов, ополченцев была абзебейского происхождения. Также по замечанию автора описания, и Кадарский участок Дайр. Моквы поголовно против нас вооружился. 30 апреля, часть абхазской эскадры на полных парах двинулась к Гудаутам, выстроилась на Гудаутском рейде в боевую линию и открыла бомбардирование местечка со всех 6 судов. Об этом в материалах русско-турецкой войны упоминается так: между тем, неприятель, встреченный на берегу толпами жителей, произвел высадку в Гудаутах и тотчас же сжег это селение. Считая невозможную борьбу с высадившимся десантом и с возмутившимся населением, Гаевский, не выждав прибытия подкрепления, отступил в Псертысхи, где находилась уже угрожаемая абхазцами команда наших казаков. В то же время, ему донесли, что десант, высаженный в Гудаутах, доходит до 2000 человек, и что предводитель их Абрек Озбек Маршан, в распоряжение которого отдано было восставшими абхазцами около 300 лошадей, преследует его. При таких обстоятельствах, Гаевский решил немедленно отступить в Сухум по береговой дороге. По удалении нашим из Псертысхи, абхазцы ворвались в Новоафонский монастырь и предали его разграблению. Гарнизон Сухума отошел к подножию Абжахвинских высот. С наступлением ночи, абхазцы, не сдерживаемые более на гумисте, массою ворвались в Сухум, зажгли его с разных сторон и предались грабежу. Маджарский пост, охранявшийся ротой пехоты и сотнею казаков, подвергся нападению абхазцев. 5 мая 1877 года получено было известие о волнении в Джгирдах. Того же 5 числа Гаевский телеграфировал патейскому коменданту, что Абхазия восстала до Киласури и волнуется до Кадора, а Зубдитского уездного начальника просил занять чем возможно Самурзакан и снестись с подполковником Мироновым. Восстание, охватившее Пицунский округ и быстро подвигавшееся к Кадору, не могло не отразиться на абхазском населении другого округа отдела, Ачамчерского. Генерал Кравченко предписал подполковнику Миронову с возможной быстротою сформировать 4 или 5 новых сотен в Ачамчерском округе и часть их направить в Сухум, в главные силы. На вызов Миронова самурзаканцы откликнулись охотно, но абхазское население Кадарского участка, видимо, уклонялось от поступления в наши ряды. Вместе с многочисленным ополчением абхазов-мухаджиров на берега Апсны высадился и сын имама Шамиля, Гази Магомед с нукерами, который наряду с осетином Мусой Кундуховым был одним из командующих Кавказской добровольческой армии Османского халифата. На какое-то время Абхазия находится под контролем вернувшихся мухаджиров. Вскоре русские войска вновь предпринимают активные попытки к утверждению в Абхазии, в этом ей помогает милиция, сформированная из немногочисленных абхазов, сторонников царской власти. Абхазские и турецкие формирования под давлением имперской армии теряют позиции, в ходе сражений храбрый князь Айдербей Цанба погибает, израненный Озбек Маршан попадает в плен. 20 августа, неся тяжелые потери, формирования мухаджиров покидают Абхазский берег. Вместе с этим начинается последняя, самая массовая волна исхода абхазов в Турцию, в результате которой порядка 100 000 абхазов навсегда распрощались с родиной. Недовольство политикой власти среди абхазов сохранялось и после произошедших событий, о чем говорит, например, нападение в 1881 года на вновь отстроенный Новоафонский монастырь, ставший олицетворением имперской власти в противоположность древним храмам Абхазии. Однако крупномасштабных восстаний с того времени в Абхазии уже не происходило.